Это один из редких документов. Первый детский сборник фольклорных материалов на более чем 700 страницах. Точнее, то, что от него осталось после варварского сожжения грузинами Абхазского института гуманитарных исследований во время Отечественной войны народа Абхазии. Тогда еще молодой ученый Цира Габния рассказала о том, какой большой труд был вложен ею и покойным ученым-фольклористом Риммой Хашба в создание первого на то время детского фольклорного сборника и как бережно она хранит все эти годы то, что от него осталось. К сожалению, издание воссозданию не подлежит. Геноцид науки. Именно так и никак иначе не назвать события 22 октября 1992 года. В 4 часа дня грузинские солдаты одновременно подожгли 2 здания оккупированного Сухума – Абхазский государственный архив и Абхазский институт гуманитарных исследований. В течение нескольких суток оба здания были сожжены дотла. Грузинские военные подожгли здание архива, перечеркнув в одно мгновение многолетний труд историков. В пепел были превращены ценнейшие материалы, связанные с тысячелетней историей абхазского народа. 26 ноября 1992 года в обращении интеллигенции Абхазии к ЮНЕСКО говорилось: варварское уничтожение святых очагов национальной культуры Абхазии – это, пожалуй, самая трагическая и непоправимая потеря, понесенная нами в жестокой схватке с оккупантами. Канули в небытие бесценные реликвии нашей многовековой истории, уничтожены уникальные ценности, архивные и книжные фонды для того, чтобы духовно и этнически обезличить абхазский народ, лишить его своей истории, этнокультурной самобытности и самосознания. В тот момент на постоянном хранении в архиве было 176 343 дела в 673 фондах. Было уничтожено более 160 тысяч дел. Менее 10% сохранилось от общего количества, но они не представляют исторической ценности. Превращены в пепел и потеряны навсегда миллионы страниц уникальных, не имеющих дубликатов историко-информационных документов, относящихся к 1810-80 годам. Эти документы охватывали все стороны жизни Абхазии. В архиве были сосредоточены уникальные материалы, касающиеся не только Абхазии, но и Северного Кавказа, самой Грузии, России, Турции. Когда они подожгли первоначальное здание Центрального архива, местные жители своими силами пытались. Они подожгли и поехали сжигать огни. Местные жители своими силами пытались потушить пожар и вызвали пожарную команду. Но, видимо, кто-то там им сообщил в огни, и когда они подожгли огни, они уже там выставили охрану, и туда пришли, разогнали автоматными очередями этих людей, которые тушили, и вторично подожгли это здание, уже выставили оцепление, и, значит, для того, чтобы никто не подходил до тех пор, пока дотла не сгорит. В здании Абхазского института тоже было сосредоточено немало материалов полевых экспедиций, этнографов, историков, археологов, особенно неизданных монографий, а также статей, сборников, отчетов и так далее. Однако часть архивных документов уже была опубликована в сборниках, тем самым их удалось сохранить. Я вспоминаю 93-й год, после освобождения Сухума. В один прекрасный день пришел на прием человек. Я тогда работал тоже здесь, сидел в кабинете, где сегодня Аслан Авицб и ребята сидят. Рядом был кабинет Арденба. Пришли и принесли очень редкое издание. «Атлас Дюбуа де Монпере» 1843 года. Кстати, он сохранился и сегодня в библиотеке находится. Мы тогда были вообще очень удивлены, и у нас появилась надежда, что, видимо, часть материалов сохранилась. Но это капитальное издание, большое очень издание. Нашли на улице Чанба под собачьей конурой. Потом уже я узнал о том, что целый ряд довольно интересных таких ценных книг, они оказались в Адлере в Сочи. Были проданы там и находятся в частных коллекциях. То, что на самом деле разграбление института шло до 22-го, это факт. И, видимо, отдельные ценные издания, они были вытащены оттуда. На сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании Педагогического института Абхазии. В здании созданы все необходимые условия для хранения архивных документов на долгие годы.